Обвал цен на нефть в России и падение рубля не могли не отразиться на рынке Кыргызстана. В стране накануне наблюдался резкий скачок цен на покупку доллара. На данный момент курс стабилизировался и остановился на стоимости 73 сомы за доллар. На этом фоне Национальный банк республики провел интервенцию, чтобы удовлетворить спрос на 53 миллиона долларов. Глава Нацбанка Толюгой Абдугулов на пресс-конференции рассказал, что ситуация на валютном рынке стабильна. Мы очень сильно связаны в части торговли с нашими странами ЯЭК. В этой связи вчера наблюдался повышенный спрос на доллары США. Это было в первую очередь связано с психологическими факторами. Несмотря на различные прогнозы специалистов о дальнейшем падении сома, руководство Нацбанка рассказало, что валютный курс напрямую зависит от спроса. То есть, чем больше спрос, тем выше цена. Однако он заявил, что стоимость доллара не должна превысить 73 сомов, так как в стране имеется достаточно резервов, чтобы не допустить резких скачков. Наши резервы составляют 2,4 миллиарда долларов США, и что равно фактически 5 месяцам импорта страны. То есть у нас резервов достаточно для того, чтобы не допускать резких скачков. Но сегодня уже вы наблюдаете, что курс где-то в районе 73 приблизительно зафиксировался. Дальнейший выше, я не думаю, что будет. При этом, по мнению эксперта, цены на нефтепродукты, в том числе ГСМ, будут расти, что отразится на повышении стоимости товаров. Кроме этого, подорожают и медикаменты, так как большинство составляющих медицинских препаратов приобретаются за рубежом. В связи с этим произойдет изменение всех составляющих, потому что сейчас будут посевные, и все продукты питания, конечно, подорожают, потому что подорожает ГСМ в целом. Подорожают многие составляющие, которые сейчас используются в производстве фармацевтики, потому что все составляющие покупаются в долларах за рубежа. По сообщению Министерства экономики, особого влияния изменения курса валют на внутренний рынок государство не окажет, так как основными импортерами для Кыргызстана являются Россия и Казахстан. А в этих странах также наблюдается падение валюты. Если рост цен будет, то он будет больше подвержен спекулятивного характера будет. Ну и также стоит отметить, что ряд товаров возможно подорожает, но не сильно, в зависимости от того, с какой страны это будет импортироваться товар и насколько сильно валюта этой страны, импортера, девальвировала по отношению к сому. Упрощение поступления денежных средств от граждан Кыргызстана, находящихся на заработках за территорией страны, является приоритетным направлением. Об этом рассказал экономист Ринат Камиев. По словам трудовых мигрантов, падение рубля оказало не совсем положительное влияние на их труд. Как рассказывает Людмила Асранкулова, находящаяся уже 7 лет в России, ее труд буквально обесценился. Мы взяли кредит и оплачиваем его, работая. Здесь сейчас в данное время мировой коронавирус и падение курса валют в рублях нам очень влияет. Нам тяжело вот это падение курса валюты. Здесь тоже трудно работать вдали от нашей родины. Очень важно во время кризиса суметь стать лидером по производству тех или иных товаров, рассказывает эксперт. И сейчас у Кыргызстана есть возможность выйти на передовые в области легкой промышленности. Нужно искать новых бизнес-партнеров, на что может нам пойти, конечно, Турция, Тайвань и еще другие ряд новых партнеров, с которыми мы должны уже сейчас искать контакты. И все это делать, конечно, на государственном уровне в рамках наших таможенных соглашений. И, конечно, искать новые рынки сбыта тех товаров, которые мы можем производить. Внешняя среда на данный момент остается также сложной. На финансовых рынках стран основных торговых партнеров наблюдаются большие изменения, которые, конечно же, влияют на финансовые индикаторы в Кыргызстане. И все же специалисты призывают не паниковать, так как резких изменений на рынке не ожидается. Роза Курманбекова, Данила Троицкий, Новости Ошпери.